Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 29 февраля, лишний день зимы. На часах в Якутске 19:09, понедельник. Значит, вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий». Программу для тех, кто хочет знать события в лицо. Напоминаю, телефон в нашей студии 35 33 10. Вы его видите на своих экранах. Как всегда, мы рады любому общению с вами и вашим звонкам. Сегодня у нас в гостях министр по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха-Якутия Владимир Николаевич Васильев. Владимир Николаевич, добрый вечер, спасибо, что пришли. Давайте начнем с очерчивания основных функций и задач министерства вашего. Потому что есть пересечения с другими министерствами и ведомствами, они явные. Да, конечно. Министерство по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха-Якутия, еще раз подчеркиваю наше название, да. потому что когда мы встречаемся с населением, иногда ошибаются. Но я сейчас не ошибся, когда говорю? Нет. Хорошо. У нас 4 основных направления деятельности. Это координация в области международного сотрудничества, в области внешнеэкономической инвестиционной деятельности, установление поддержания федеративных отношений и установление межрегиональных связей с субъектами Российской Федерации и имиджевая политика. Вот по 4 основным направлениям наше министерство работает. В составе у нас 5 отделов по всем этим направлениям. Ну и, конечно же, все протокольные мероприятия органов исполнительной власти республики. Да, это понятно. Владимир Николаевич, мы так потихонечку постараемся весь круг вопросами очертить. А до того, как мы это сделаем, вот скажите, пожалуйста, просто вопрос просится. А с кем труднее и сложнее, особенно сейчас, выстраивать отношения? С федеральным ли центром, потому что сложная, непростая экономическая ситуация, сложности с деньгами или с деньгами, кому как угодно, или с зарубежными партнерами? Тут можно легко ответить, что, конечно же, с федеральным центром работа налажена давно и эффективно. Руководство республики, все министерства и ведомства работают очень плодотворно. И никаких проблем практически мы не встречаем. Нас курирует Министерство иностранных дел. И по соглашениям республики с федеральным центром и по соглашениям с различными зарубежными партнерами Министерство экономического развития вот с недавних пор, с прошлого года. И они с удовольствием идут нам навстречу, всегда помогают, консультируют и так далее. Тут мы не встречаем никаких проблем. С зарубежными партнерами тут по-разному. Внешние связи. По-разному, да. Конечно, вы все знаете, что мы сейчас нацелены на Азиатско-Тихоокеанский регион. И когда к нам приезжают гости из разных стран, я иногда тоже задаю этот вопрос. А с кем намного труднее, особенно трудно проводить переговоры? Например. Но они имеют в виду среди них самих, за рубежом, да? С Китаем или с Китаем, с Японией, с Кореей, или с Индией и так далее. И большинство говорят, самые трудные переговорщики в мире – это китайцы. Это китайцы, это, в общем, да. Это уже становится аксиомой. Мы это, конечно, мы тоже сталкиваемся с этим, на себе испытываем. Вот смотрите, как у нас вопрос за вопросом. Мост через Лену, строительство моста. А на прошлой неделе прошла информация об отказе сложных переговорщиков китайской стороны от проекта строительства. Да, тут, конечно, на прошлой неделе нас посетила достаточно представительная делегация с Китайской Народной Республики, в составе которой были инвестиционная корпорация, была энергетическая компания и было 24-е бюро Китайской национальной железнодорожной компании, представитель которого заявил, что мы пока сворачиваем для себя этот проект, потому что в этой национальной железнодорожной компании есть еще 18-е бюро, такое подобного же плана строительная компания. И, насколько мы поняли, в головном офисе этой компании решили, что все-таки 18-е бюро будет заниматься проектом строительства моста через Лену. И мы их ожидаем в марте, 18-е бюро уже. Они уже целенаправленно едут на переговоры по строительству моста через реку Лену. То есть нет такого, чтобы китайцы в целом отказались от участия в этом проекте. Но это проще можно сказать, это замена полевого игрока одного на другого. Да. Правильно я понимаю? Да. Конечно же, вы еще помните, что в декабре прошлого года республика подписывала меморандум еще с одной компанией, Синогидро,
который также планирует посетить республику для того, чтобы на месте ознакомиться со всеми условиями строительства. А японские компании и их интерес к республиканским инвестпроектам, и в частности их интерес в сотрудничестве по проектам, касающимся развития возобновляемых источников энергии. Да, с прошлого года мы наблюдаем активизацию интереса Японии вообще к участию в различных проектах на территории Российской Федерации. Я бы как веха в развитии наших отношений назвал бы презентацию инвестиционного потенциала республики в Хоккайдо в мае прошлого года, когда более 100 представителей бизнеса, правительственных структур принимали участие, японских именно. И после этого пошли переговоры по самым разным направлениям, да. в том числе по возобновляемой энергетике. И в начале ноября министр ЖКХ и энергетики нашей республики Алексей Засимович Колоденский посещал энергетический саммит в Японии. И после этого крупная компания Kawasaki, наверное, все помните, какие мотоциклы они производят, Да. посетила нашу республику уже 3 раза. Они интересуются организацией комбинированной подачи электрической и тепловой энергии и предлагают на газотурбинные двигатели для наших котельных и так далее. Пока выбрали, значит, Вилюйск, город Якутск, Намсы, как пилотные места, где можно притворить этот проект. Кроме того, одна из компаний Японии, Камай Халтек, хотел бы построить ветропарк. Это ветряные станции мощностью мегаватт в арктической зоне. Мы их ожидаем до лета, чтобы они съездили в Тикси, посмотрели на месте площадки, где это можно построить. Вот. В этом плане, конечно... Ну, то есть тоже активизация происходит. Очень большая активизация. Если говорить о третьем ките, о Республике Корея или о Южной Корее, с ними что-то? Ну, с Южной Кореей у нас издавна и традиционно очень хорошие связи, конечно же. Вы знаете, Северо-Восточный федеральный университет очень тесные связи имеет, Академия наук, в научном плане. Очень много медицинских связей, уже устойчивые связи, можно сказать. Но мы смотрим также на развитие бизнес-связей. В этом плане для нас более близка провинция Гангвон, потому что мы вместе находимся в международной организации, называемой Северный форум. В прошлом году мы подписывали с ним план совместных действий, и по этому плану отрабатывали. У них очень сильно развита биоиндустрия. И это для нас также очень интересно. В этом плане вот технопарк Якутия подписывал соглашение с их парком и так далее. То есть много точек соприкосновения мы находим. Владимир Николаевич, раз вы упомянули Северный форум, то давайте про него и спрошу. В 2015 году, в прошлом, Республика Саха-Якутия завершила свое председательство, да, двухлетнее в этой организации. Результаты этого председательства каковы? Вообще-то мы председательство получили в 2011 году, и два двухлетних срока возглавляли данную организацию. Необходимо тут сразу же отметить, что республика приняла на себя председательство в очень сложный период для Северного форума, когда был массовый исход членов из организации. И республика все-таки, будучи членом 1993 года, вложила в эту организацию достаточно много усилий. И поэтому все-таки нам хотелось бы, чтобы в Арктике сохранялась настоящая циркумполярная межрегиональная организация, которая была бы партнером межгосударственного органа Арктического совета. С этой точки зрения возглавили, и к концу председательства в прошлом году практически удвоили число членов и достаточно в хорошем состоянии передали Красноярскому краю. Северный форум сейчас объединяет 14 регионов, хотя большинство из Российской Федерации. У нас пока действующих зарубежных партнеров только 2. Из Исландии это город Акурери, и вот та провинция Кангон, о которой я упоминал. Да. Но в этом году мы ожидаем, что Лапландия и Аляска восстановят свое членство. По крайней мере, их главы заявляли об этом в конце прошлого года. О своем интересе к этому, да? Да, что они вернутся. И это 2 ключевых региона в Европе и в Америке. Конечно. Соответственно, и канадские регионы, и другие скандинавские регионы будут рассматривать возможность восстановления членства
вслед за ними. И об этом заявляли ряд глав также. Для чего нам это так важно? Это очень важно для того, чтобы в Арктике, вот идет, сейчас же Арктика в центре внимания всего мирового сообщества, а все международные переговоры ведутся в рамках Арктического совета. Да. Это межгосударственный орган, где регионы пока не имеют голоса, как отдельные регионы. А Северный форум предоставляет такую возможность, являясь наблюдателем в Арктическом совете, в числе нескольких международных организаций. Понятно. Тем субъектом, будь ли Российской Федерации или Да. штата какого-то, Да. ну, Аляска в данном Да, случае. мы свои интересы можем достаточно хорошо соблюсти, свое хорошее место в арктическом сообществе найти. Тем более республике есть что сказать в этом плане. Ну вот давайте, значит, вернемся в республику. И цитата из послания главы республики Саха от 26 ноября прошлого года. Якутия играет заметную роль в российской и международной политике, становится территорией особого внимания с точки зрения освоения Арктики, интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион ВТР, мы об этом говорили. Мы находимся на острие азиатского вектора развития страны, представляя собой уже давно не только сырьевой плацдарм, как принято было считать раньше. А что еще мы представляем? Да, конечно же, основная наша отрасль, бюджетообразующая отрасль, это добывающая. Но, тем не менее, сейчас разработана программа развития несырьевых отраслей экономики. В этом плане, конечно, мы говорим, что мы делаем первые шаги для поддержки экспортно ориентированных компаний или уже состоявшихся экспортеров. И здорово, что мы их делаем, потому что время само непростое. И конечно. это хорошо. И не просто вывозить полезные ископаемые, а вывозить конечный продукт. Ну, самые маленькие первые шаги какие у нас? Это поставка алкогольной продукции в Китай, рыбной продукции. В Китае сейчас якутская рыбная компания и СКИФ, и ППК Якутия, они получили так называемые сертификаты для экспорта. Конечно же, достаточно хорошо развиваются информационные технологии у нас в республике, и в этом плане хорошие перспективы. И строительство IT-парка в ближайшее время позволит эту отрасль хорошо поддержать и хорошо надеяться на продвижение на внешний рынок. Ну и, конечно же, развитие территории ближайшего развития позволит инновационные предприятия нам поддержать. Это новые материалы, те же лакокрасочные, тоже резина, те же стали, которые выдерживают низкие температуры и так далее, и так далее. Тут достаточно хороший спектр продукции может быть. И поэтому реализуемы не только внутри республики. И реализуемых не только в республике. Вот на прошлой неделе нас посещала другая китайская компания, занимающаяся строительством канатных дорог и понтонных мостов. И они говорят, если у вас есть лучшие материалы, выдерживающие низкие температуры, мы готовы их использовать. То есть у нас эти технологии имеются. И в этом плане мы готовы плодотворно сотрудничать. Нет, я верю, что все только начинается в этой сфере. Понятно, что сразу с сырьевой базы Конечно. Так не переориентироваться на несырьевые отрасли. И понятно, что сразу этого не будет и не бывает вообще. Но, опять же, слава богу, что это начинается, такое переориентирование. Ну да, и потом, если крупные проекты брать, так это тоже нефтепереработка, газопереработка. Да, как бы это переработка сырья, в конце концов, конечно. Получение конечного продукта. Конечно, продукт. Раз заговорили об экспорте, конкурс для экспортных компаний «Лучший экспортер». Будет ли в этом году? Да, мы в этом году 6-й раз планируем провести этот конкурс. У нас пока 4 номинации по этому конкурсу. Размер каждого гранта примерно 500 тысяч рублей для выигравшей компании. Но тут, возможно, будут изменены некоторые критерии отбора. Прошлые года, как бы, мы подавали объявление об конкурсе, и кто заявился, из них мы выбирали. На межведомственной комиссии там разгорелись немножко споры вообще по грантовым конкурсам в целом. Какие критерии должны быть? Нужно ли только тех поддерживать, которые заявились? Или самим выводить какие-то итоги по показателям, значит, органа статистики или как-то.
Сейчас эти обсуждения идут. Но в любом случае этот конкурс в этом году будет проведен. Будет проведен. А в какие сроки примерно? Стандартно мы проводим в мае-июне этот конкурс. Итоги подводим во время форума «Дни экспорта республики», который пройдет у нас в начале сентября. Ну так, а еще навскидку по планам на 2016 год, вот буквально мазками такими крупными обозначьте. Ну, конечно же, наше все Дети Азии. Да. Это июль, это основное мероприятие этого года. Поэтому мы крайне минимизировали проведение других мероприятий. Сейчас план основных республиканских мероприятий также проходит ревизию. Но, тем не менее, в начале июня у нас традиционно 4-я международная конференция по возобновляемым источникам энергии. Да. Потом во время ИСЭХа Туймада у нас будут Дни Москвы в Республике Саха-Якутия, конференция развития человеческого капитала, осенью бриллиантовая неделя, Дни экспорта вот наш будет. Вот правильно ли я понимаю, что все практически перечисленное вами укладывается в 4-ю составляющую тех перечисленных функций министерства, ну, которые вы обозначили с самого начала программы, и называется это имиджевая политика? Ну, в какой-то степени, да, конечно же. Каждое мероприятие в любом случае играет на положительный, на развитие положительного и имиджа республики. Должно играть. Должно, да. Должно, да. Как мы себя покажем, как мы переговоры проводим, так далее, это все. Этому внимание уделяется столь же много, сколь и инвестициям. Вы как-то вообще делите, вот на самом деле, внутри министерства, ну, вот это вот поменьше можно уделить внимание, а вот этому направлению побольше? Ну, все это, конечно, определено в рамках нашей государственной программы. Да, конечно. Да, конечно же, чему-то достается меньше внимания, да. Никуда конечно, не денешься, конечно. Сейчас, когда ситуация экономическая в стране, вокруг страны очень сложная, внешнеэкономическая инвестиционная деятельность, конечно, выходит на первый план. Это само собой, разумеется. И укрепление федеративных отношений и межрегиональных связей с другими регионами России по программе импортозамещения особенно, это тоже очень важный аспект. Владимир Николаевич, а что касается внешних связей, республика также будет ориентироваться на страны АТР? В большей степени в ближайшее время. Но в любом случае в рамках Северного форума мы планируем развивать отношения и с Северной Европой, и с Северной Америкой. Ну и культурные, образовательные программы никак не будут останавливаться, само собой. Есть же в планах у нас и строительство и создание международной арктической школы, которую Министерство образования курирует. То есть в этом плане нам нужно будет сотрудничать и с другими странами. А если говорить, вот что-то республика проводит внутри, да, приглашая иностранные, иностранные предприятия, иностранные компании, а иностранцы, например, да, на своей территории, республика приглашается на какие-то мероприятия в 2016 году? Буквально 2, потому что времени уже нет. Конечно, мы получаем огромное количество приглашений. Не только от других стран, но и от торговых представительств Российской Федерации. Каждый случай рассматривается отдельно. Ну, Владимир Николаевич, спасибо вам большое. Времени не осталось совсем. Напоминаю, что в гостях у нас был министр по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха-Якутия Владимир Васильев. А завтра смотрите нас также в прямом эфире в 19:09. В гости придет руководитель управления записи актов гражданского состояния при правительстве Республики Саха-Якутия Светлана Филиппова. Всего вам доброго. До свидания.